Вот еще поснимаю для вас. Настоящий север таежный. Вот смотрите, сколько вода. Это и есть настоящее выживание. Там делянка. Вырубали лес раньше. Ну и в эту зиму, наверное, вроде тоже отвели делянку тут. Фу. Тоже сыро. Но я заезжал сюда на УАЗике осенью. Где-то метров 300 зайду. Тут сосновый лес. Тайга-то такая сосновая. С левой стороны вырубали тоже проходным. Как-то санрубка вроде была. Ну и там основная делянка внутри. Тут хорошо идти. Сухо. Черник в основном тут собирают. Тут весной вот медведи тоже ходили. Ну, в принципе, место тут уже интереснее становится. Только выбрать дерево, куда бы установить, чтобы немножко параллельно, чтобы дорога была. Если зверь или птица там будет ходить по дороге, чтобы попал в кадр. Ну тоже это лотерея, блин. В основном сейчас звери, конечно же, у реки. Не знаю. Далеко уже я зашел. Ну еще дальше уже я не пойду. И, наверное, вот где-то вот тут я и установлю. Потому что тут площадка раньше была. Вот на этих деревьях где-то я оставить. Потому что обзор здесь будет с той стороны, если будут идти. Или отсюда. Вообще классно. Вон такой волок туда идет. Здесь волок идет. Потом такой спуск. Потом делянка там. Где-то вот тут я установлю вот здесь. Да. Вот именно на березе под веткой. О, маскировка такая интересная. Вот здесь. Ладно, вот тут я установлю. Ништяк. Так, ребят, смотрите. Вот установил. Как бы основная камера направлена вот на этот волок. Если отсюда будет идти зверь, включится. Как бы боковое датчик смотрит сюда. И второй датчик именно смотрит туда. Ну, надеюсь, кого-то он заснимет. Сейчас я включу и уже съемка пойдет. Включается очень просто. Так. Все. И включается вот так. Лампочка загорелась. Это говорит о том, что уже все работает. Все ништяк. О, сейчас уже датчик включится. Очень даже неплохо. Надеюсь, никто не украдет. Самое главное. Но не должно. До морожки, для сбора морожки еще есть время. Пока тут оставлю. В следующий раз заберу обязательно. Вот, а сейчас обратно пойду к своей машине. Пошли туда. Грибов вообще нету. Все, ловушку оставили.
Проверим, кто-то ходит тут или нет. Ну, в кадр может попасть кто? Лиса. В первую очередь лиса. Дальше белка, куница. Ну, может, ночью медведь пройдет. Да и лось может проскочить. Всякое может быть. Посмотрим. Вот, черника, интересно тут. Здесь в основном чернику и собирать. Да, черники дофига. Даже далеко заходить не стану. Ягоды черники есть в этом году. Будем собирать осенью. Вот так, ребят, нагулялся сегодня вдоволь. Просто вот такая вот от жары такая усталость появляется и нехватка воды. У меня в термосе осталось немножко воды только. Сейчас попью еще. Бересту хоть немножко собрать. И все. Там уже сразу газку домой. Хороший красивый лес тут. Сосновый бор такой. Но яголи нету. Тут яголи участки такие, ну скажем вот полкилометра на полкилометра максимум. Бывает там возле первой избы такие вот прутки яголи. А в основном вот такая мох, сырость, бор. Ягелевый это от села на другом берегу. 50 километров. Один ягель. А? Тулан купается. Ну тут на мотике кто-то ездил. Вот. Ну, самое главное, чтобы никто не взял фотоловушку. Того и боюсь. Но если возьмут, конечно, им нужнее, значит. Но, думаю, чужое не стоит брать. Посмотрим. Риск, конечно, есть. Но и хочется там проверить, живность какая-то есть или нету. А, блин. Это да. Вот на шум, когда идешь вот этот овод и налетает, их миллионы штук в тайге. Какие миллионы? Миллиарды штук. Ну, 10 минут туда, 10 минут сюда, примерно 20 минут ходьбы за фотоловушкой. В кабине мы не одни. Вон они. Вон они, желтые, они крепко кусают. Они намного крупнее. Блин, бедные звери. Как выживают, не знаю. Тулан тоже уже устал от этих оводов. Ничего, отдохнет дома. Сейчас отъеду недалеко и бересту собирать буду. Вчера. Ну вот, ребят, на сегодня будем заканчивать. Набрал вот такое количество. Не скажу, что много. Нам на зиму еще надо хотя бы 3 таких, как сказать, 3 таких кучи, я не знаю, как еще. Потому что мы топим печку каждый день. У нас в доме 3 печи и баня еще. Много уходит бересты. Но здесь поблизости просто их нету. Потому что тут сосновый лес, берез очень мало. А что есть березы, уже они без бересты. До нас уже собирали годами, несколько лет. Ну, остатки остались там.
Одним словом, когда съездим на первую избу, снова будем собирать. Еще хотя бы 2 таких пучка наберем. И думаю, хватит. Вот. Больше не получилось набрать. Ну и сейчас уже поедем обратно домой. Сейчас покажу, что у меня в кузове. Получается, в кузове у нас немножко бересты. Ну, как и было, ящики. Тут у нас веники. Сейчас поеду домой, буду уже собирать такие веники для бани. Это как бы... Это здесь у меня в куче только ветки. А уже сами веники буду собирать дома. Вот. Тут у нас лодка из ПВХ. Очень хорошая лодка. Я угадал с выбором, сам выбирал для своей, как сказать, для своих походов. Характеристику, где я брал лодку, все оставлю в ссылке. Там посмотрите. И кому интересно, заказывайте. Потому что интернет-магазин Лодки России мне очень понравилось. Потому что очень быстрая доставка. Очень отзывчиво, очень все, одни плюсы. Вот, а сами уже думайте, какая лодка вам нужнее для своих походов, для охоты, рыбалки, туризма. И у меня вот такой был поход сегодня, очередной в тайгу. Немножко порыбачил. Рыба не ловится, к сожалению. Тула набрал с собой. Он уже места не находит. Смотрите, как его атакуют. Просто убивают собаку. Вот. Покоя не дает. Ну, овод, она такая. Еще недельку, дней 10, такая погода у нас будет стоять. И овод до первых грома такого, скажем, гром будет, молния, гром. Они после этого, они просто, все, ихний сезон заканчивается. Но они до крови, они просто рвут собаку, просто рвут. Вот, все звери сейчас у реки, в реке они сейчас просто лежат в воде. Они заходят в воду и они там находятся. Иначе им просто не выжить. Просто не выжить. Природа им как бы дала спасение заходить в водоемы, ручьи, и они там выживают. Вот. Поход получился отличным. Мне все понравилось. Установил фотоловушку. В следующий поход уже будем смотреть кадры с фотоловушек. Может, кто и попадет в кадр. Вот. Ну а сейчас поедем мы обратно. Немножко обкатываю УАЗик после ремонта. Пока все нормально. Грибов нету. Одно, вот это маслята. Вот. Маслята. Между прочим, хороший. Чистый. А так в лесу пока грибов нету. Ладно, ребят, всем пока и спасибо вам за ваши просмотры. Кто первый раз на моем канале, ну, смотрите, присматривайтесь. Если понравится, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите дальше мои фильмы. Фильмы у меня многосерийные и, можно сказать, круглый год идет. Так что круглый год снимаем. Сейчас вот такая пора у нас. Вот такая вот. Тула, пошли, поехали. Хватит. Давай, все. Вот так вот. Сейчас немножко открыть, там тоже форточку. Место не находит туда. Ладно, ребят, все. Пока. Будьте здоровы и ждите новые фильмы. А фильмы будут. Пока. А, ладно. Какой. Я немножко приоткрою, пусть.
Иван, жарко тебе? Не вчера.